Переговоры вице-премьеров Таджикистана и Кыргызстана проходят в Арухе. Таджикских журналистов на переговоры по ситуации на таджикско-кыргызской границе не пустили. Варух, 14 марта 2019 года. Ситуация на границе остается сложной. Дорога, соединяющая Варух с Таджикистаном, перекрыта со стороны кыргызских силовиков, поэтому журналисты не смогут участвовать в переговорах делегаций Таджикистана и Кыргызстана, которые начались в эти минуты. Таджикскую сторону на переговорах представляет заместитель премьер-министра страны Азим Ибрахим, министр внутренних дел Рамазан Рахимзода, руководитель пограnuправления ГКНБ РТ Раджаб Али Рахман Али, глав Госкомитета по земельному управлению и геодезии Ариф Хаджизода. Киргизию на переговорах представляет вице-премьер Женьш Разаков и другие ответственные лица этой страны. Стороны намерены обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение по ее стабилизации. Третий день на границе в районе Варуха граждане Кыргызстана нападают на таджикских граждан, воспротивившихся строительству дороги на их территории. Журналистов берегут. Вчера ночью 4 таджикских журналистов, представителей Асия Плюс, Радио Азоди, Сугднюс и независимого журналиста Нигматула Мирсаидова на автомашинах доставили из Худжанда в Исфару. «Мы выехали в 12 часов ночи», передает журналист АП Мавлюда Рафеева. «Нас поселили в гостинице в Исфаре, но на место конфликта нас отвозить не будут», сказали, что это небезопасно. По ее словам, журналисты находятся под охраной. Им не разрешили участвовать в таджикско-кыргызских переговорах, также мотивируя отказ безопасностью. Между тем, по данным журналиста АП, жители Исфара не имеют представления, что именно происходит сейчас в блокированном Варухе. «Мы очень переживаем», — говорит мужчина, житель Варуха, который приехал в Исфрау по делам. «Не знаем, как там наши родные. Не знаем, когда мы сможем туда попасть. И никто нам не говорит об этом». Между тем, жители Исфары сообщают, что граждане Кыргызстана уже вывезли из Аксая своих женщин и детей в безопасное место, в Баткен. Эскалация напряженности. С начала конфликта, 13 марта, 2 граждан Таджикистана погибли. Около 30 получили ранения в результате столкновений с гражданами и пограничниками соседнего Кыргызстана. Погранслужба Таджикистана вчера, после убийства второго гражданина Таджикистана, выступила с заявлением и назвала сложную обстановку на таджикско-киргизской границе. Жители таджикского эксклава Варуха выступают против строительства дорог со стороны Кыргызстана, так как опасаются, что, таким образом, кыргызская сторона со всех сторон заблокирует Джамат и верховье реки Варух тоже будет под ее контролем и жители могут остаться без воды. Пока они хотят строить дорогу до местечка Чакак, и далее довести ее до верховья реки Варух. Таким образом, они хотят полностью блокировать Джамат Варух со всех сторон. Более того, в верховье реки они хотят построить ГЭС и водохранилище, в результате чего Исфара и Канибадам могут остаться без воды, сообщал ранее глава поселка Точикон Джамат Варух Гафурджон Джураев. Обострение конфликта началось 10 марта 2019 года. Киргизы приступили к строительству вышеуказанной автодороги Аксай-Тандык, которое было приостановлено ранее при обоюдной договоренности сторон. Как рассказали местные жители, в тот день Аргаш Нияскулов, председатель Джамаата Аксай Республики Киргизстан, вместе с собой привел вооруженных пограничников, которые охраняли его и его технику для строительства дороги. Жители Махали Точикун Джамат Варух обратились к Аргашу Нияскулову, чтобы он прекратил строительство дороги, но он не обратил на них внимания. 13 марта примерно 30-40 жителей Махали Точикун снова пришли к Аргашу с требованием прекратить строительство дороги.
Однако Нияскулов стал угрожать им, и по его команде даже были даны выстрелы в воздух для устрашения. В это время на машине на место строительства дороги прибыли киргизы, которые стали закидывать камнями таджикских граждан. 12 человек получили травмы. Далее киргизская сторона взяла в заложники примерно 45 граждан Таджикистана, которые находились в микроавтобусах и легковых автомашинах, и закрыли их в воинской части, находящейся поблизости. Позже заложники были освобождены. В районе 5 часов вечера 13 марта, киргизы хотели взять под свой контроль дорогу Кукташ-Артабос, и это стало причиной второго столкновения между таджиками и киргизами, в результате чего был ранен из охотничьего ружья сотрудник милиции районного отдела и еще 3 мирных граждан, один из которых – преподаватель местной школы в селении Хаджалы Хакимов Хусейн, скончался по пути в больницу. Первые переговоры властей двух стран вчера утром с участием главы Согдара Джабоя Ахмадзода не дали результатов. Более того, днем 14 марта, когда еще продолжались переговоры, киргизы снова открыли огонь в сторону мирных жителей Джамиата Варух. В результате от полученного огнестрельного ранения погиб 37-летний житель Джамиата Варух Расиддин Тишаев. Еще один несовершеннолетний житель данного Джамиата, 16-летний Ансариддин Хайдаров, получил ранение в руку и находится в больнице.